В Венеции официально стартовал старейший кинофестиваль на планете. Праздник кинематографии открылся фильмом «Ла Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях и сразу же вызвал восторженные отзывы критиков. Газета The Guardian назвала картину «залитым солнцем музыкальным шедевром». Исполнительница главной роли Стоун появилась на красной ковровой дорожке с режиссером фильма Дамьеном Шазелем, известного благодаря работе над лентой «Одержимость». В центре сюжета история любви молодой певицы и джазового пианиста с множеством красивых музыкальных номеров. В фильме нет никакого цинизма. Это фильм о мечтах и надеждах, и о том, как их добиться. Картина запланирована к выходу в широкий прокат 2 декабря. В следующем году легендарная группа Pink Floyd, на музыке которой выросло целое поколение, отпразднует свое 50-летие. По случаю юбилея в Лондонском музее Виктории и Альберта уже в ближайшее время откроется выставка, посвященная музыкантам. Подготавливать экспонаты для выставки будут сами участники группы. Репортеры не преминули спросить барабанщика Ника Мейсона, есть ли шанс, что группа снова вернется на сцену. Нет, я так не думаю. Мой барабан и палочки всегда готовы, но сомневаюсь, что возвращение стоит в планах. Частью будущей экспозиции будет грандиозное лазерное шоу. У фанатов нового сериала «Очень странные дела» настоящий праздник. Netflix официально объявил, что одно из его самых рейтинговых шоу лета вернется на 2-й сезон в 2017 году. До этого создатели лишь намекали, что у сериала будет продолжение. 2-й сезон будет состоять из 9 эпизодов, на эпизод больше, чем в первой части. Тизер, который Netflix выложил в интернет, скуп на подробности, однако создатели сериала уже заявили, что это будет продолжением 1-го сезона с теми же персонажами. Точная дата релиза пока не уточняется. В сети появился трейлер на фильм «Морган». Картину снял сын прославленного режиссера Ридли Скотта Люк, для которого картина стала режиссерским дебютом. Триллер повествует о ближайшем будущем нашей цивилизации, в котором ученым удалось создать искусственный интеллект в обличии человека. Как вы, наверное, уже догадались, ничего хорошего из этого не вышло. В главных ролях в картине снялись Роуз Лесли, известная по «Игре престолов», и сестра Руни Мара Кейт. Морган — персонаж не от мира сего. Я не хотел создавать рычащего монстра с огромными мускулами. Монстр здесь выступает в обличии ребенка. Премьера картины состоится 8 сентября.